Театр-переселенец из Крыма, который нашел свое новое пристанище в Киеве, оказался в затруднительном положении. В здании, которое снимает постплей-театр, протекает крыша. Театр некоммерческий, поэтому нуждается в помощи. Сейчас здесь готовят очередное представление и надеются, что до премьеры смогут встретить зрителя в отремонтированном помещении. Артисты театра «Постплей» репетируют спектакль «Истребитель класса Медея». Это история о том, как война убивает все живое. Даже жарким днем здесь прохладно, а зимой, рассказывает режиссер театра Галина Джикаева, толстые стены старого завода промерзают насквозь. Здесь зимой вот такой слой льда. Весной протекла старая крыша, и теперь, когда идет дождь, на сцене начинается потоп. Это видео было снято в июле. И практически вся вот эта стена, вот этот стык, он течет по стене, на пол. И вот этот пол, это очень дорогая плита. К сожалению, она тоже вся практически прогнила, она влажная. Поэтому у нас много латок, проламывается пол. Если кто-то прыгает большой, то проломится, и мы постоянно латаем. Правильно. Галина Джикаева всю жизнь с театром. Это был известный на полуострове театр на Москальце, ставший потом театром студии «Мы», а затем арт-центром «Карман». В этом году он должен был отметить 23-летие, но в 2014 году Галина выехала из Крыма. Ею настойчиво стала интересоваться ФСБ. Ее новый проект «Постплей-театр» с января дает представление на Старом Подоле в арендованном цехе бывшего завода. Иногда это работает как некий активизирующий момент, например, когда холодно, мороз, в помещении минус 11, то вот актеры очень активненькие, особенно вокруг УФО. Но иногда, да, вот приходишь, и это расслабляет то, что иногда это кажется нерабочим помещением. Постплей-театр – некоммерческий проект. Он живет благодаря поддержке неравнодушных людей. Помощи от государства здесь не ждут, но самостоятельно собрать деньги на ремонт пока не получается. Наши спектакли, они такие очень провокативные, критичные. Вот. Естественно, Министерству культуры это неинтересно. На ремонт крыши нужно около 30 тысяч. Мы собрали около 12 тысяч. Кое-что уже, наверное, можно сделать. Премьера «Истребителя класса Медея» назначена на конец сентября. Может, актеров такие спартанские условия и стимулируют к творчеству, но в театре надеются, что к началу нового сезона зрителя ничто не будет отвлекать от игры. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.